Sahta gösterirdi kömürüm Dünyadan narılık mol tügüldü Yerden elin adüledi şölügüm Kupurnalar uspayladı kogumdu Bibi turnalar yazlığımda kuzumdu Bibi turnalar bağlalığım üstünde Bibi turnalar bağlalığım üstünde Ne şekerim min yoluttum müşküldür Ne şekere yolga saldım aktarım Ak eviniz en birinci suyumdu Nege onu hak ettiniz kaytarım Bibi Татьяна Соболь, друзья, под ваши аплодисменты. Добрый вечер всем. Большая честь представлять премьеру нашего фильма именно сегодня. Такую юбилейную дату, 95 лет Ногайскому району. И наш фильм снят на ногайском языке, правда мы сегодня показываем его с русским переводом, потому что гости из разных регионов могли посмотреть и понять. А сейчас я всем вам желаю приятного просмотра. Да, но лучше бы летом туда съездить. Он за молитву передавал тебе. Он сказал, чего-то ты пропал. Какая вода? А потом был мороз. Все замерзло. Маша, ладно, тебе... Давайте я вас обниму. Свидание нельзя. Вообще нельзя. А я сказала, что ты сегодня же со списком получишься на машине. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы посмотрели с вами удивительный фильм, и, судя по лицам, он произвел огромное впечатление. Я хочу пригласить на эту сцену авторов фильма, режиссера-постановщика Татьяну Соболеву, исполнительного продюсера Арслана Бакиева и автора сценария Даниэла Исакаева. Я бы хотела, чтобы минутой молчания мы почтили память нашего Ислама Абдул-Бариева. Спасибо. Спасибо большое. Удивительный фильм. Огромные эмоции. Я думаю, что сейчас очень многие просто переживают его внутри, переваривают все то, что видели на экране. Мне бы хотелось уточнить, как вообще возникла идея этого фильма? Спасибо. Прежде всего хочется выразить слова благодарности нашей героине, прекрасной Глюфире. Давайте, да, похлопаем. Глюфире Абдул-Бариевой, которая мужественно нас впустила в свою жизнь, позволила вообще этому фильму состояться.
оберегала, всегда была рядом, поддерживала, помогала. Ну и, конечно, всем участникам бригады, не буду всех перечислять, я, Мадина, вы все видели себя на экране. Спасибо вам огромное. Картина началась с того, что, мне кажется, важно, когда в районе есть люди неравнодушные к проблемам своей земли или там, к проблемам сохранения родного языка. Собственно, два таких человека, Даниил Исакаев и Арслан Бакиев, очень активные люди, занятые культурой. Просто в один момент, в 18 или 19 году, приехали на такую мастерскую документального кино в Железноводск. И, собственно, там мы и увидели, Даниил делал фильм для Ногайского землячества про проблему опустынивания. И это такая масштабная тема показалась мне. И с этого момента мы стали вот разрабатывать сценарий. Мы вот там целый год думали о том, как снять картину больше, чем репортаж, потому что репортажи об этой проблеме уже были. Все их видели, но кино как бы обращается к душе человека, в общем, как-то говорит о чем-то важном, не просто информацию передает. Вот, собственно, с той поры, вот, благодаря этим двум людям, и началась эта идея. В общем, мы к ней долго шли, и Гульфира, конечно, с Гульфирой познакомились, поняли, что это очень такой настоящий герой фильма, очень сильная, в то же время очень любящая. Ну, вот настоящая героиня. Вот я по-другому никак не могу сказать. Мы показывали эту картину сейчас, она только вот премьера вышла, мы показывали в нескольких городах, ну, на кинофестивале просто были показы. И все люди, зрители с какой-то необычайной любовью, и как бы все говорили, вот где мы не знали, что живут такие люди прекрасные, что они так прекрасно работают, там, спасают свою землю. Все начали за Гульфиру, опять-таки, как что называется, драться, говорят, Гульфира наша, на самом деле, вот вроде Ногайский район, мы, ну там, смоленские люди говорят, нет, она прям вот наша, вот наш человек, она вот прям как наша родная. То есть вот всем сила характера, конечно, она, как бы экран не соврет, она, люди чувствуют и понимают, что действительно происходит. Вот так. Спасибо большое. Почему Гульфира, Даниил? Я знаю, что вы автор сценария. Почему именно Гульфира? Почему именно ее история? И изначально вообще когда вы писали сценарий, стоял ли вопрос о том, чтобы потом перейти к ее жизни, к ее детям? Или же изначально стоял вопрос о том, чтобы рассказывать об именно опустынивании Ногайского района, Ногайской земли и так далее? Когда в 2018 году поступил заказ от организаторов съезда народа ногайцев, сначала мы сняли фильм просто про опустынивание. Там были технические моменты, там были экспертные сломки, там был Янар Акай, там выступал как свидетель тех времен, когда Ногайская степь еще, например, возле Карасу, она была зеленая. Сейчас там пустыня, к сожалению. Сначала Гульфировой там вообще не было. Потом, когда мы начали общаться, кто же этим сейчас занимается, выяснилось, что занимается бригада. Мы с Исламом познакомились, там Аджиков, подрядчик, по-моему, если не ошибаюсь. И потом я один поехал к Гульфировой в гости вот туда, где они снимают. Прожил у нее дня 3, и потом стало понятно, что фильм выходит за рамки просто опустынивания. Выходит за рамки того, что потому что, оказывается, есть люди, мы-то, находясь в Терекле, здесь дома кондиционер есть, тепло и так далее, мы не знаем, да, уважаемый народ, все, что вы видели, да, мы же многие не знаем, что происходит вот такое. У нас здесь все хорошо, у нас там где-то там в кафе ходим и так далее. Выясняется, что есть бригада, которая занимается чем-то большим, видит реально то, что происходит. Сегодня здесь днем мы хвалились тем, что Ногайский район занимает 1/3, 1/5 Дагестана, но, не знаю, 90% территории, к сожалению, опустынивание. Гульфировая моя соседка по Кумбатару, у нас ногайцы говорят, у нас реально между нами нет даже никакого дома. То есть я знаю семью прекрасно, Камашева хорошо. И стало понятно, что человек сильный, и как Татьяна неоднократно говорила, человек мудрый. Все время вот это звучало уже, какой кинофестиваль, какой показ. Мудрость Гульфирова, она всегда звучит. Поэтому, мне кажется, из-за нее фильм получился. Просто после ничего не получилось. Давайте еще раз аплодисменты Катерине Гульфировой. Спасибо. Спасибо большое. Вот я просто, поскольку микрофон у меня в руках, хотела бы
поделиться своими впечатлениями. Для меня это фильм, при всем при том, что там стояла очень острая тема опустынивания, для меня в первую очередь это фильм о женщине, которая, несмотря ни на что, не сломалась. Понимаете? И вы абсолютно правы. Сегодня, наверное, любой народ, любой житель, будь то Ногайские степи, будь то, я не знаю, Калмыкия, будь там средняя полоса России, наверное, каждый может сказать, что Гульфира их, видя в ней черты жителей именно своей области, своего села, своей деревеньки, своего аула. У нас много таких людей, сильных, целеустремленных, на которых и держится наша страна. Я хотела бы предоставить слово исполнительному продюсеру Арслану Бакиеву. Всем салам алейкум, добрый вечер. Во-первых, хочу еще раз попросить дорогого зрителя наградить овациями нашего режиссера Татьяну Витальевну. Только благодаря ее упорству, профессионализму и любви к своей профессии этот проект, судя по вашим овациям, я считаю, удался. Спасибо ей огромное, что обратила внимание на наш малочисленный народ. И мы уже являемся в 5 номинациях, получили призы в 5 кинофестивалях, международных фестивалях. Поэтому, думаю, у фильма есть огромное будущее. Спасибо большое. Это, конечно же, очень большая заявка. Мы желаем вашему фильму дальнейшего продвижения. И на самом деле было такое ощущение, что вы просто со стороны наблюдали эту жизнь. Нет, не снимали специально, а вот так со стороны. Может быть, с окна как-то, может быть, случайно посмотрели. Вот весь фильм у меня было такое ощущение. Если вы не против, я хотела бы пригласить на эту сцену главную героиню Гульфиру Аблабариеву. Я знаю здесь ее семья, ее сын и муж. Котерлингш, пожалуйста. Кеденгсте, Юнгсте. Бегали, Руслан, поднимитесь, пожалуйста. Я понимаю, и вы тоже понимаете. Давайте аплодисментами поблагодарим нашу главную героиню и ее семью. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Ну и, конечно же, для создателя этого фильма главное ваше впечатление об этом фильме. Очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь... Да. Спасибо, спасибо. Салонс. Нарбек Арслана. Начнем с вас. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, я хочу выразить большую благодарность вам, Татьяна Витальевна. Правильно Сабират сказала, у меня было такое чувство, что вы не снимали, а жили с ней рядом. Как будто каждую минуту эти дни вы были с ней рядом. Спасибо вам большое, что вы увидели
вынесли не только национальную проблему земли, вы еще рассказали, передали нам такую боль. Это же не только ее горе, это же горе всех нас. Мы же являемся вот уже 2 года свидетелями того, как уходят наши ребята, которые должны были пополнять наши ряды, наше количество, качество. Наша земля гибнет, гибнет. Гибнут не только наши дети, земля гибнет. Исчезает прекрасная земля. Мы же живем с песком, я говорю, пьем ветер, закусываем песком. Сонда яшауға қалдықпыз. О затты аңлайтан, білетан әдемдер осы арауларды көтермей керек. Даниал, тебе огромное спасибо. Ребята, вы просто, я вас очень люблю, очень ценю и уважаю. Вам в добрый путь, Татьяна Витальевна. Спасибо вам огромное. Спасибо за такую работу плодотворную. Хочется большое спасибо сказать вам, команде. Я вот, живя на берегу Кубани, да, у нас все красиво, зелено. И мы всегда гордились, что мы дети степей в любом случае. И как бы мы знали, что здесь у нас есть огромная бескрайняя степь. Да, и вот лично я сам, благодаря вашему фильму, понял, какие проблемы в нашей великой степи. Хочется вам сказать большое спасибо. И знаете, что я понял? Вот мы здесь говорим, освещаем, показываем, да? Ну, я не побоюсь сказать это слово. Настоящие герои, титаны этого дела, которые взяли, просто вышли и сделали. Без никаких слов, без никаких эмоций взяли и сделали. Большое вам спасибо. Вы хранители нашей степи. Спасибо всем. Вы знаете, Татьяна, возьмите это. Вы такое кино сняли, я бы сказала бы, я не сказала бы, это так и есть, высокого искусства фильм. Сегодня философского характера. Там очень особая философия, особая аура в этом фильме. Вы знаете, в этом фильме жизнь. И этот фильм, он победит во многих международных фестивалях, кинофестивалях, потому что это фильм и по качеству, и по задумке, и по сюжету, это фильм мирового уровня. Вы знаете, есть документалисты с такими мировыми именами, вот итальянцы, да, вот французы, у них вот такие фильмы бывают, они вот в Африку едут, да, вот снимают, как там колодцы роют, там это. В таких фильмах как раз-таки бывает жизнь, потому что, сажая деревья, деревья – это жизнь. Мы же увидели, как в конце она идет среди них, видит плоды свои. Это самая наивысшая награда в ее жизни – увидеть плоды своего труда, а труд – тяжелейший труд. Честно говоря, к моему стыду, хотя моя сестра директор лесхоза, тоже в этих резиновых сапогах по степи походила, снимала сажала деревья, я не предполагала, что вот так вот сажают джузгун, да? Вот так вот сажают деревья. Я не предполагала, я знать не знала, мне стыдно сейчас, что рядом с нами вот такие герои есть, героини есть рядом с нами. Действительно, мы сидим в теплых домах, чуть-чуть ветер задует, ой, ветер, там холодно или что-то. А люди в такой холод, против ветра, понимаете, против ветра совершают подвиги для того, чтобы наша степь жила, для того, чтобы наша степь не умерла. Мы в вашей команде, Гульфира, мы в вашей команде. Если еще будете сажать, пожалуйста, скажите, дайте нам знать. Мне кажется, в этом зале все встанут и за вами пойдут и будут сажать вот эти вот палочки, и чтобы наша степь как-то расцвела. А вам огромнейшее спасибо и низкий поклон за то, что вы прославили имя Нагайца, что есть такой народ. Еще самое главный герой, оказывается, это мои земляки с моего аула. Бегали мой ученик, его дети. Сау болыңыз. Земной поклон. Ызы ярас. Бүгін айтылған сөзге қосыламыз. Біз үлкен дау болған заманда да, не қадір басқа
Афганистанда да көп ерлерде біздің егіттеріміз қалған. О жақта бәрі де бұл дүниеде яшамас еді, бәрімізді балаларымызды аяулаймыз. Бүгін аяулыңыз жоқ заманда о жақта сізге айлақты бек қиын болғанмен сіздің халқыңыз бар. Ноғай халық біз сізбен әрдайымда. Әрдайымда yaxшылық болсын дүниеңізде. Сау болыңыз. Гульфира, моя землячка. Я эту семью знаю с детства, всех братьев, родителей. И не случайно в этой семье вырастают такие и сыновья, и дочери. И не случайно Гульфира оказалась такой мамой и вырастила таких сыновей, которые по своему духу, по своему естественному состоянию, они близки к природе, к земле, к родине, к семье. Я эту семью знаю, и в Кумбатаре эта семья известна тем, что они очень, еще когда в советское время люди строили, они создавали эти саманные кирпичи, она в этой среде росла, и чуть ли не большей половиной домов в Кумбатаре построены из кирпичей, созданные руками этой семьи. И я смотрел этот фильм с большим переживанием. И вы знаете, вот авторы, наверное, когда снимали, наверное, сами и не догадывались. Есть там такие сцены, и вообще это потрясающе, потому что там есть сцены, конечно, когда создается молодая семья, свадьба и так далее. И в таких случаях обычно говорят, браки совершаются на небесах, но есть там такие сюжеты, когда вот этот, вернее, там есть такие кадры, когда можно сказать, что ваш фильм и сценарий, сюжет был создан действительно на небесах. И кто же не знал, когда они в пустыне, когда нашли останки маленьких детей, они похоронили, вернее, вновь предали земле. И кто знал тогда, когда вы снимали, что предав земле останки этих детей, эти останки дадут всходы. Огромное спасибо вам за то, что вы приехали в такой даль с таким намерением. Спасибо вам большое. Огромное спасибо, Татьяна Васильевна, вам за то, что вы сегодня, наверное, каждая клетка воспринимает этот фильм того, что это наша среда обитания, это наш народ, это то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Я думаю, что те эпизоды, та земля, тот песок, это то, что мы имеем. Но те люди, та команда, которую сегодня вы могли показать и сделать, но сделали это люди, Гульфира и твоя команда, это, наверное, вне всякого соревнования и вне всякого конкурса. Это высшая оценка, наверное, такой даже оценки нет. Это космос. Я удивляюсь, что всегда Даниэл и наш Арслан, вы находите интересные стороны. Ты создатель фильма «Очарованный странник», да? С Раждина Батырова. У Даниэла очень много находок. И сегодня я считаю, что это прорыв кинематографии. Татьяна, спасибо вам. В этой кинематографии это жизнь ногайского народа. Это герой ногайц, это герой мать солдата. Она оказалась не только героиней, которая смело сажала джузгун, вяз, останавливала пески, но это мать солдата, которая отдала 2 своих сыновей на специальную военную операцию. Наверное, это мать-героиня. Гульфира, мы у тебя были на рождении твоих прекрасных внучек. Дай Аллах, чтобы вы сбегали были на их свадьбе, Руслан и мы все. Я хочу, чтобы в твоей жизни были яркие события, чтобы в твоей жизни были только праздники. Дай Аллах, чтобы все, кто сегодня находится здесь, семьи участников СВО,
ваши сыновья, ваши дети возвратились домой с победой. И этот фильм показал, что победа будет, потому что сильные люди, их родители, это Гульфира, это Бегали. Еще раз низкий поклон вам за такой фильм. Дай Аллах, чтобы наша пустыня превратилась в огромный красивый оазис. Ну, это обычная практика документального кино, не игрового, что для того, чтобы он вообще как-то попал к зрителю, нужно, чтобы он сперва поучаствовал в профессиональном смотре. И в данном случае отметка там наградам или местом, она привлекает внимание хотя бы к картине, дает возможность где-то еще ее показывать, потому что у нас, конечно, в стране проката документального кино как такового не существует уже долгие годы, это вот какие-то точечные показы. Поэтому мы надеемся, что вот участие его в определенных профессиональных фестивалях приведет к тому, что, ну, не знаю, возьмут где-нибудь в прокат или договоримся, чтобы показывали там в регионе или в школах, ну или в конце концов на онлайн-платформу, чтобы могли люди смотреть, потому что, ну, бессмысленно просто так куда-то там в YouTube сливать, кто видит, кто не видит. Должна быть платформа, где знают люди, что вот можно зайти и посмотреть этот фильм. Ну, в общем, сейчас идет этот процесс, да, мы показали в Нижнем Новгороде на Горький фест, в Иркутске мы показали, на Байкальском кинофестивале, в Саратове, вот ребята ездили в Саратов, в Москве на кинофестивале «Докер», и еще в 2 кинофестивалях. Сейчас будет еще показ у нас в Петербурге, вот тоже, да, у кого есть знакомые, родственники в Санкт-Петербурге, 21 числа будет возможность посмотреть на экране тоже, потому что важно. Конечно, хочется первым делом показать на экране, почему, и второй резон, почему фестивали, потому что возможность посмотреть на большом экране и со звуком, не только вот в телефоне, планшете, как-то сидеть в темном зале и просто смотреть кино, не прерываться. Бізге әлдегендер екі конкурлық бар. Қырда бір өсімдікте қабылмаған. Міне сізге мен ойыл көрсеттім, şu адырда қайда өсімдіктер болған. Әлі бір зәтті жоқ. Ол өсімдіктерді тайды. Ondan sonra aylakta biz şımılıktın aslında oturup karayınız. Avlakta aramayınız. Mene hali karanız Orsidin aldı betinde kamüstün aldı boyun. Tap takır bolgan, kum baskan. Başı 80 hektar yerde ızay ettik kum basıp. O neden şey? Mene buyruğu zatlar kazıp dövürüğün. Kanavu etip şu kanavdan bir zatta kalmaz. Berinde kum getip götürdüler. Biz neşkerinde şunu kabar etemiz, no, demeyiz o da bunun artı yürümeydi. Konuşunda bula yasırınıp durmayık, yürüyük, görseteyik, sağ olunuz gediler. Mine bu ilk kongulluk sizin yetken kullanmaz. Bu sizge gelekteki aylakta bereket berek yerlerimiz bugün mine kayıttırımız, görüttürümüz yerimiz kalayken. Bunu onu sana ölüktün zatını görsettim de, o ölükte ben boldum. Sonda bolup sos yokların möşekini yiyinap, mollar da varıp, sonda zikir şeyip, sonu kömdük. Kömüş öyle bir kişi sadaka da yatıp, yiyildi, onda zalim adamlar yiyildi, şakır bir yerden. Sonda yerlerde biz körmeye tarıkız. Ündemeye turmaya yer tarık olmaz biz. Bir zatsa aytmasak, bir kişiye şımtıp yürümesek biz, bir köylüklerde biraz zat bolar. Biz davaytı karayık dögörümüzge. Ben 85 yaşında, ben halde şunu көрсетемін, келсеңіз тамады көрсетермін, қайда құлдықтар бар. Сау болыңыз еткен құлдыңызға. Спасибо за вашу работу. Это большое дело для нашего Ногайца. Была киномастерская, город Железноводск, 18-й год. То есть вот зрители, может, думают, да, что фильм создается там месяц-два. Фильму 6 лет, друзья, 6 лет. В 18 году жизнь была другая, не было ковида, мир вообще был абсолютно другой, не было СВО, не было ничего вообще того, что есть сейчас. Сейчас мир другой. Владимир Владимирович Путин 3 года назад сказал, мир не будет таким, как прежде. И там она была нашим преподавателем, там было 3 нагайца, Расул Найманов был режиссер фильма «Испытание Олом», Арслан и я. Татьяна, как-то с ней сблизились, но она была очень строгим преподавателем. Мы сначала ее очень сильно боялись. Потом получилось так, что она заинтересовалась нашим фильмом.
псевдодокументальным, потому что он не является фильмом, это мы так думали в то время. И потом, надо отдать должное, Татьяна не поленилась, она, не знаю, раз 10 прилетали, наверное, на Ногайские степи, ей сложно. И я, друзья, что хочу сказать, Татьяна после фильма миллионером не стала. Может, кто-то думает, там, что на этом зарабатывает. Это спасибо ей от ногайского народа, аплодисменты, что она приехала и показала проблему. Это очень важно. Потому что мы, ни я, ни Арслан, мы не имеем опыта съемок, мы бы не смогли такое сделать. У нас получилось бы очень плохо. После того, как я фильм посмотрел, глядя на главную героиню, я видел свою мать. И хочется сказать то, что за каждой сильной женщиной, я извиняюсь, наоборот, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Женщины, вы наши матеря, вы наши сестры. Спасибо большое вам за то, что вы всегда с нами. Без вас этот жизненный путь был бы гораздо тяжелее и труднее. Спасибо матерям, в первую очередь вам. Спасибо большое. Рад всех видеть, я тоже всех приветствую. Я бы много чего сказал, но и без этого достаточно много было сказано хороших, правильных, настоящих, искренних слов. Я просто хочу поздравить ногайский народ, что вышел этот фильм. Можно поаплодировать. Это актуальная проблема, и проблема не только ногайского народа, потому что экологическая, не то чтобы пока катастрофа, нет, просто это экологическая проблема, она должна волновать все человечество, всю республику. Да, уже катастрофа, говорят. Дай Бог, конечно, чтобы это разрешилось. Вот есть у вас люди, энтузиасты, которые стараются это все предотвратить. И я думаю, после выхода этого фильма, после огласки, желающих помочь будет больше. Также я поздравляю вас, Татьяна Владимировна, правильно? Виталий, простите. Татьяна Витальевна, извините. Поздравляю вас. Отличная режиссерская работа. И вот был написан сценарий. Донесли, кадры красивые, вот все понятно, сопереживаешь, переживаешь, просто прелестно, тут как ни в сказке сказать, ни пером описать. Ребята, вас тоже поздравляю, Даниал, Арслан, спасибо, что пригласили, и что тут говорить уже, думаю, хватит. Спасибо. Я чуть-чуть хочу рассказать, я много видел любви, любовь мамы, любовь папы, любовь детей, любовь к животным. Но где-то 2 года я соприкасался с семьей, с Русланом и Исламом на разных работах. Они с ребятами были, вместе иногда кушали. Я Гульфировой действительно видел, как может старший брат любить младшего брата. Для меня это было открытием. Я очень за ними много наблюдал. Руслан никогда не показывал, как он любит Ислама. Но он всегда, проходя мимо, касался его. То пододвигал ему остатки плова, то чай, то конфеты. Я искренне, я задавал провокационные вопросы им. Мне тоже интересно было, вот неужели такая любовь существует? Я потом понял, действительно, как Руслан любит Ислама, я не знаю, кто так может любить, но это искренняя братская любовь. Это только ваше воспитание, я думаю. Очень, очень... Если будет следующий фильм, то он должен быть снят, наверное, по братской любовь. А земли не пустуют. Когда приходят пески, уходят люди. Но пески приходят другой народ, призрачный народ. Вот эта книга про них. Тут подписано. Это вам. Вы знаете, я, наверное, выражу общее мнение, если скажу, что мы все здесь, в этом зале, те, кто был, те, кто будут приходить на ваши сеансы и завтра, желаем этому фильму триумфального шествия по кинотеатрам и кинозалам. Это проблема не только Ногайского района, абсолютно правильно сказали выступающие. Это, наверное, проблема очень многих земель нашей страны. Что бы вы, Татьяна, хотели пожелать своей главной героине сейчас, вот стоя на этой сцене?
Что тут можно пожелать? Гульфира, дорогая, мне стала фактически родным человеком, можно сказать. Это как-то прям вообще и Бегали, и Руслан, Ислам. Сложно мне что-то сказать. Я просто хочу сказать, чтобы вы держались, что я все время думаю о вас каждый день. Вот. И чтобы как-то силы прибывали от вашей земли, вам, чтобы вы двигались дальше. И хочу просто выразить, не пожелать, я хочу выразить еще раз слова благодарности. Просто за возможность войти в семью, снимать, жить вместе, бок о бок. Также хочу поблагодарить, конечно же, участников бригады, тоже за такое добродушие и возможность общаться, жить вместе в песках. И Насипхан за перевод на русский язык. Спасибо большое. Да, и, в общем-то, всю команду нашей картины. Просто хочу поблагодарить. Не пожелать, хочу поблагодарить вот просто от всего сердца. Спасибо вам огромное. Спасибо. Но команда хочет поблагодарить семью Делимамбетовых, которая организовала сегодняшний показ. И, конечно же, нашего оператора Салахуддина Ахмедова. Хочу сказать вам, что в фойе представлен баннер этого фильма. Я думаю, что, конечно же, найдутся желающие сфотографироваться с авторами этого фильма у баннера, который так называется «Против ветра». Вам огромное спасибо, ребята, Татьяна Витальевна. Друзья, Сабират Казгревне, можно аплодисменты за помощь тоже? Она спасибо, что приехала. Саулон, спасибо огромное. Прекрасно, Вери, спасибо. Есіңде ме біз жолыққан кешелер, жоғарыдағы айдың бізге күлгені, нәсіпліде бізге айтқан ешеулер, жұлдыз бізге яйнап ярып бергені, насыплы деп бізге айтқан ешеулер, жұлдыз бізге яйнап ярып бергені. Есіңде ме естен таймас заманы, біз екеуміз жалғыз үйде қалған.